Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде наградили победителей конкурса ювелиров, растет число активных пользователей интернет-банкинга в Туркменистане, Кунья-Ургенчскому метеориту исполнится 25 лет и другие новости. По итогам конкурса, проведенного среди ювелиров Туркменистана, состоялась церемония награждения победителей. Мероприятие проходило в Центре общественных организаций Туркменистана. В конкурсе принимали участие как профессионалы, так и любители. Сам конкурс состоял из 3 этапов. В финале участники презентовали 5 своих изделий, разъясняя значимость и особенность изготовления каждого из них. Все победители были награждены ценными подарками и почетными грамотами от организаторов конкурса. Интернет-банкинг набирает у жителей Туркменистана все большую популярность. Из года в год количество пользователей растет стремительными темпами. На июнь 2023 года численность активных пользователей услуги интернет-банкинг превысила 980 тысяч. Лидер рынка по данному показателю Дайхан Банк, на втором месте Банк Туркменистан, а на третьем Туркменбаши банк. Редкому экспонату Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана Кунья-Ургенчскому метеориту на днях исполнится 25 лет. Небесное тело упало на территорию Туркменистана 20 июня 1998 года в 17 часов 30 минут по местному времени в 7 километрах к югу от города Кунья-Ургенч. Кунья-Ургенчский метеорит стал 5-м образцом внеземной материи, зафиксированным в стране за 40 лет. Очевидцы вспоминают, что метеорит упал на краю хлопкового поля, где работали люди в нескольких десятках метров от жилого дома. И по счастливой случайности никто не пострадал. В субботу в странах Центральной Азии был дан старт конкурсу короткометражных фильмов «Снять за 48 часов», организованном при поддержке миссии США в Казахстане. Всего в 2023 году для участия в проекте было подано 1403 заявки, среди которых 41 из Туркменистана. Темы творческого задания в текущем году – предмет «Мост», персонаж «Клоун», фраза «И это еще не все». По условиям конкурса фильммейкеры должны были интегрировать персонажа, предметы и фразу в свой сюжет как в прямом, так и в метафорическом значении. Главный приз конкурса – обучение в Нью-Йоркской академии кино. Астраханские судоходные компании готовы включиться в работу по созданию судоходной линии на Каспии между Астраханью и Международным морским портом Туркменбаши. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках ФМЭФ. По его словам, в регионе имеется потенциал для наращивания флота. Астраханские корабелы готовы строить суда для работы на каспийских судоходных линиях. Агент по недвижимости из Лос-Анджелеса нашел в подвале дома, который получил в наследство, клад из 800 тысяч монет номиналом по 1 пенни. Монеты были сложены в пакеты, банковские мешки для хранения мелочи и пакеты из-под молока. По предварительным подсчетам, количество найденных монет оказалось эквивалентно $8000. Но хозяин клада до сих пор не может назвать их точное количество, хотя с момента обнаружения клада прошло уже около года. На молодежном чемпионате Азии по вольной борьбе в Бишкеке определился обладатель золотой медали в весовой категории до 125 килограммов. Им стал туркменский спортсмен Зия Мухаммед Сапаров, который в финальной схватке оказался сильнее спортсмена из Казахстана. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали камбоджиец Балисо и Намоз Абдурашидов из Узбекистана. Сборная Узбекистана обыграла команду Таджикистана в заключительном матче группового этапа чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации и вышла в финал турнира. В финальном матче сборная Узбекистана сыграет с командой Ирана. В матче за 3-е место сборная Киргизстана встретится с командой Омана, которая в решающем матче за выход из группы обыграла Туркменистан со счетом 2-0. Финал и матч за 3-е место состоятся 20 июня в Ташкенте. Сборная Туркменистана по волейболу со счетом 1-3 проиграла команде Киргизстан-2 в рамках первого тура Лиги наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Отметим, что в соревнованиях, проходящих в Чолпон-Ате, принимают участие 7 сборных – Киргизстан, Непал, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Иран и Киргизстан-2. Команды сначала проведут круговой турнир, в рамках которого по разу сыграют друг с другом. Сборные, занявшие 2 первых места по итогам группового этапа, разыграют титул победителя в финальном матче. Команды, которые займут 3-е и 4-е место, разыграют бронзовые медали. Сборная Испании по футболу в серии пенальти обыграла команду Хорватии в финальном матче Лиги наций. Основное дополнительное время матча завершилось в ничью 0-0.
В серии послематчевых пенальти удачливее оказались испанские футболисты. В матче за третье место сборная Италии победила Нидерланды со счетом 3-2. Прошедший розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.